Относительно свежие автомобили, по разумной цене, да еще и налоги платить не нужно. Причем продавцы и посредники утверждают, все легально и законно. Заманчиво. Попробуем разобраться, так ли это. В последнее время в Казахстане появляется все больше машин с армянскими номерами. Стоит ли их покупать? Из всего вышесказанного можно сделать вывод, чтобы свободно везти машину из Армении в Казахстан и поставить ее здесь на учет, необходимо, чтобы она была изготовлена в этой стране либо растаможена и везена до 2014 года. Здесь не следует забывать о действующих на данный момент казахстанских ограничениях для возимых авто. В частности, машины, ставящиеся на первичный учет, должны соответствовать классу Евро-4. Растаможивать таких железных коней, возимых из стран ЕАЭС, в том числе из Армении, не потребуется, но придется уплатить утильсбор, и в результате автомобиль может изрядно подрасти в цене. Для начала заглянем в законы. В 2014 году Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу. В соответствии с международными договорами товарами ЕАЭС, которые можно свободно перемещать в границах Союза, стали считаться машины, зарегистрированные в Армении до 2014 года. Автомобили, везенные в Армению с 2014 года и по настоящее время, товарами ЕАЭС не являются. И ввоз их с постановкой на учет в других странах Союза либо постоянная эксплуатация на дорогах ЕАЭС возможны только после уплаты разницы между ранее уплаченными таможенными платежами в Армении и суммами таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате по казахстанским расценкам. А не желающим платить разрешен только временный ввоз подобных авто в государство ЕАЭС на год. И, наконец, автомобили, изготовленные в Армении, также признаются товаром ЕАЭС независимо от сроков выпуска. Продавцы, выставляющие на казахстанский сайт колеса армянские автомобили, предлагают и менее хлопотный, но вызывающий ряд вопросов вариант. По их словам, машину просто можно купить в Ереване, не заморачиваясь с годами и Евро-4. Для этого нужно приехать в Армению. Местные помогайки сделают покупателю временную регистрацию, после чего можно будет заключить договор купли-продажи и на общих основаниях поставить машину на учет, получив армянские номера. И свободно ехать в Казахстан и кататься дома, пока не надоест. Естественно, оформив казахстанскую страховку. Но не стоит забывать, что и в этом случае машина, возимая в Республику Казахстан, должна быть растаможена в Армении до 2014 года. Иначе, как мы уже говорили, только временный ввоз на год. Это первое. Второе, где проходить техосмотр машинам старше 7 лет. Выезжать каждый год в Армению. Пока полицейские на этот момент внимания не шибко-то обращают, но нет гарантии, что завтра не начнут отлавливать авто с иностранными номерами и проверять наличие свидетельств о прохождении техосмотра. Ведь по закону управлять автомобилями без техосмотра на дорогах Республики Казахстан запрещено. Ну и наконец, можно ли быть стопроцентно уверенным, что армянские чиновники не озаботятся рано или поздно исчезнувшими из страны в неизвестном направлении машинами, владельцы которых не платят налоги, и не начнут объявлять их в розыск в братских таможенных государствах? А ведь еще и объединение полицейских баз данных между странами ЕАЭС вступит в силу. К тому же машины из Армении, везенные по такой схеме, на территории Республики Казахстан уж точно не продашь. Варианты реализации по доверенности, предлагаемые сегодня некоторыми автовладельцами, абсолютно незаконны. Так что надоест машина, придется искать покупателя, ехать с ним в Армению и уже там проходить все соответствующие процедуры, включая временную прописку покупателя, и вот тут-то как раз и всплывут все ваши долги перед армянскими властями. Удачи на дорогах!